Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о смертельном наезде на улице Белинского. Он выбежал в неположенном месте, все, больше ничего не скажу. 53-летний пешеход скончался практически мгновенно. Зарезал из-за 3000 рублей. Прям стоят, не пускают, в обходе оставляют проходить. В Казани расследуют убийство 58-летней женщины. А также крупный пожар в доме по улице Волгоградская. Просто было страшно. Просто успели детей взять, собрать документы и выбежать. Хозяин сгоревшей квартиры получил 80% ожогов тела. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Роковую ошибку совершил мужчина, перебегая дорогу в неположенном месте на улице Белинского. В темное время суток 53-летнего пешехода сбил Volkswagen Jetta. Удар был очень сильным. Пострадавший получил многочисленные переломы и погиб практически мгновенно. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Он выбежал в неположенном месте, все, больше ничего не скажу. Вышли, пытались помочь? Да. Уже не дышал, я так понимаю? Да. Больше ничего говорить на камеру 19-летний парень не стал. Лишь добавил, что после наезда остановился и подбежал к сбитому пешеходу. Уже на тот момент 53-летний мужчина не подавал никаких признаков жизни. Автомобиль Volkswagen Jetta двигался по улице Белинского со стороны улицы Челюскина в направлении улицы Копылова. Именно здесь мужчина, одетый во все темное, решил перейти дорогу в неположенном месте. И этого решения оказалось роковым. Иномарка сбивает его. Удар был настолько сильным, что мужчина упал на землю лишь через несколько десятков метров. Ближайших пешеходных переходов в зоне видимости нет. По правилам дорожного движения в таких случаях пешеход может перейти дорогу. Но он не должен создавать помехи автомобилям. По предварительным данным, мужчина это правило проигнорировал и, не убедившись в безопасности, вышел на проезжую часть. В результате наезда он получил многочисленные переломы. Шансов выжить при таких травмах у него не было. При этом, как считают очевидцы, водитель иномарки двигался на очень высокой скорости. Машина получила серьезные повреждения. Обстоятельства произошедшего и степень вины участников ДТП будет установлено в ходе проведения следственных мероприятий. Какое наказание понесет водитель, уже решит суд. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Семейную пару сбили вечером на улице Бондаренко. По рассказам очевидцев, они перебегали дорогу в неположенном месте и застали врасплох 50-летнего водителя Hyundai. Кому из пешеходов потребовалась госпитализация, расскажет Вероника Гайнудинова. Я их даже не видел, они в темной одежде были, я не видел их. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz, выезжая со двора на улице Бондаренко, поворачивал налево. Скорость, говорит, была маленькая, тем не менее, это не помогло избежать наезда. Я начал тихонько выезжать, они сразу у меня перед лицом появились, я сразу тормоза нажал и тихонько ударил тихонечко. Они даже не упали, они фактически только руками как-то натронулись капот и побежали. Потом начали орать здесь на углу. Я говорю, стойте, не уходите. Изначально пешеходы пытались убежать с места происшествия, но затем передумали. 35-летняя женщина стала жаловаться на боли в ноге. После госпитализации у нее диагностировали ушибы и растяжение левого голеностопного сустава. Люди жалуются, местные живут у нас, у меня друзья. Все постоянно жалуются, что люди перебегают дорогу, постоянно. Дети бегают, и взрослые бегают, с палочками бегают, как я вот. Такие бегают тоже. Как установили автоинспекторы, семейная пара перебегала дорогу в неположенном месте. Хотя рядом установлен пешеходный переход. Какую ответственность понесет водитель, станет известно после детального разбора в госавтоинспекции. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Водитель водовоза попал в больницу после того, как снес столб на улице Болотникова. Мужчина попытался избежать аварии с легковушкой, владелец которой резко вывернул на его полосу. В итоге грузовик въехал в опору освещения. От удара со столба упал плафон и повредил крышу припаркованного автомобиля. На скорую везли в больницу. А какие травмы у него, что с ним было? Не знаю, голова, как сотрясение там, ничего. Если его что-то подрезали, грубо говоря, да? Ну, перед ним, как резко стормозил. А на улице Копылова на бок опрокинулась «Шевроле Нива». По предварительным данным, водитель уходил от столкновения с другим автомобилем, но потерял управление и вылетел с дороги. Водитель автомобиля избежал серьезных травм, а 81-летнего пассажира доставили в больницу. Пошел на убийство из-за 3000 рублей. 60-летнего мужчину задержали полицейские Казани по подозрению в убийстве своей знакомой. По версии следствия, оба просили милостыню около храма на улице Софиуллина, но затем они повздорили, и предполагаемый злоумышленник схватился за нож. Айрат Назипов расскажет подробности кровавой расправы. Прям стоят, не пускают, в обходе оставляют
проходить. Эти кадры сняли местные жители еще в пятницу. Что стало с женщиной, не подававшей признаков жизни, тогда никто не знал. Но вскоре следователи выяснили. Она стала жертвой убийства своего 60-летнего знакомого. Оба несколько месяцев вместе просили милостыню около храма. В дальнейшем между мужчиной и женщиной произошел конфликт в связи с тем, что он обвинил ее в том, что та якобы похитила у его подруги 3000 рублей. В дальнейшем мужчина стал запрещать женщине заниматься сбором милостыни. По данным следствия, в день трагедии нетрезвый мужчина увидел свою 58-летнюю знакомую возле храма. Она спала на стуле. Предполагаемый злоумышленник схватил нож и нанес женщине смертельный удар в шею. После убийства он скрылся, но позднее был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Собирать милостыню мужчина, вероятно, уже не будет. На время следствия он будет находиться за решеткой. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. 2 человека пострадали в результате крупного пожара, произошедшего вечером в доме по адресу Волгоградская, 21. На 2-м этаже полностью сгорела квартира. Впрочем, такому повороту событий соседи погорельца ничуть не удивились. Почему, ответит Нафиса Минязова. Этими кадрами поделились жильцы дома. Они одними из первых стали бить тревогу, почуяв запах гари, а затем и увидев языки пламени. Просто было страшно. Просто успели детей взять, собрать документы и выбежать. Несмотря на то, что запах гари был достаточно сильным, жители верхних этажей даже не знали о том, что в их подъезде горит квартира. Открыв свои двери, они увидели густой черный дым. 20 человек вышли на улицу самостоятельно. Одна женщина была прикована к кровати из-за болезни. Пожарные вынесли ее на носилках, надев на нее маску. Как предположили на месте медики, у пострадавшей мог произойти инсульт. Женщину госпитализировали. Также помощь врачей понадобилась и 59-летнему хозяину сгоревшей квартиры. Он получил 80% ожогов тела 1-й и 2-й степени. Жильцы дома уже давно ожидали от него беды. Сегодня он ходил, конечно, за водочкой. Видимо, попивал, а пьет он в зале. Видимо, может, уснул с сигаретой в руках. 2 года назад там его дочь повесилась. Каждый август месяц, ближе к осени, у нас каждый год что-то случается. Год назад его зять устроил настоящее шоу под окнами этого же подъезда. Пожалуйста, дайте мне воды попить, а? Дайте мне попить воды, В тот день мужчина изрядно выпил, напал на возлюбленную с пневматическим пистолетом. А по приезду полицейских стал бросаться на них с кулаками. Впрочем, девушка тогда его защищала. Вас сегодня стреляли? Нет. Это ваш муж? Нет. А он говорит, что вы уже год женаты, и у вас 2 детей. Я ничего не знаю. И снимать меня, пожалуйста, не надо. В этот раз пожар устроил тесть этого мужчины. По данным МЧС, он уснул с непотушенной сигаретой. Впрочем, пострадала не только его квартира. Этажом выше задымился деревянный пол. Еще меньше повезло тем, кто жил на 1-м этаже. Все течет. Сейчас уже все, диван, вот он весь мокрый. Вот, все мокрый. Но я думаю, книги удастся спасти. Водой была залита вся квартира. Ущерб еще только предстоит подсчитать. Откуда брать деньги на ремонт, хозяйка квартиры не знает. От него ничего не дождешься. Я не знаю даже, что делать. Но в суд же будете все равно обращаться? Наверное. Наверное. Ну, квартира у него, конечно, такая бесхозная. Но я не знаю, жена за ним не контролировала. Вероятнее всего и придется обращаться в суд. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Нетрезвого водителя «Газели» задержали автоинспекторы на улице Энгельса. После того, как мужчину остановили, он, по рассказам очевидцев, стал вести себя неадекватно. Похоже, он даже не понимал, где находится и что происходит. Как он управлял автомобилем в таком состоянии, остается загадкой. От прохождения медосвидетельствования водитель категорически отказался. Теперь ему грозит как лишение водительских прав, так и штраф в размере 30 тысяч рублей. Без водительских прав в ближайшие годы проведет и 40-летний водитель автомобиля Hyundai на проспекте Ямашева. Он не остановился по требованию автоинспекторов и попытался скрыться. Завязалась погоня. Пытаясь оторваться от преследования, мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, но тщетно. Его остановили на пересечении проспекта Победы и улицы Сахарова и задержали при помощи спецсредств. Выяснилось, что он был пьян. В его отношении составили несколько административных протоколов. Также мужчине назначили 4 суток ареста. За руль на законных основаниях он сядет еще не скоро. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.